Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. И, как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Семен Тарбахов, как обычно, за мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел певец, ведущий мероприятий Евгений Прокопьев. Женя, привет! Привет. Познакомьтесь с Семеном. Привет, Семен. Спасибо, что нашел в своем плотном графике время и решил поучаствовать в нашем проекте. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, как мы его называем, кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пожаловал, что будем готовить? Рад приветствовать всех, кто присоединяется сейчас в эти минуты на эфир Якутия-24. Сегодня мы будем готовить очень нужное блюдо, дорогие друзья. Через несколько недель буквально все мы, якутяне, просто шеренгами, просто вот, я не знаю, кавалькадами повалим на природу в плане того, что наступит весна. Да, скоро. Очень скоро наступит долгожданное для всех наших земляков, якутян время. Естественно, мы едем туда за какими-то хорошими впечатлениями, радуемся теплым дням, и нужно взять с собой еду. Но не только на природу еду нужно брать на работу. Всегда. Ты всегда берешь. Мы всегда. На рыбалку, Да. в лес по ягоды, по грибы. И сегодня мы будем готовить сэндвичи, но это будут очень вкусные сэндвичи. Очень вкусно. В отличие от всех следующих, это будет очень вкусно. Так, какой-то специальный рецепт, где ты этому научил? Вообще, как ты с готовкой? На ты, на вы? Вообще, дома не готовлю я вообще. От слова «вообще». Ну, яичницу, там, я не знаю, заварить быстро растворимый, там, лапшу какую-нибудь. Я, конечно, могу это вот сварганить за 5 минут, как говорится. Ну да. Вот. При необходимости острой. Или Очень как? острый. Очень острый. Ага. Я это поручил, это ответственное дело своей супруги. Супруга готовит, и как бы, у вас такое разделение. Да, она готовит, Ага. а я приношу в дом еду. Все ясно. Хорошо. Все как и сотни тысяч лет Но, назад. тем не менее, тогда честь и хвала, что ты согласился принять участие, раз уж ты... А да вообще опыт был приготовления сэндвичей? Естественно, это мое любимое блюдо, одно из любимых блюд. Давайте начнем с того, что, Семен, Да, у нас, поможете нам? Да? Да, у нас сегодня получается вот такие тосты. Немножко сливочное масло, творожный сыр, бекон и маленький секретный ингредиент от Евгения, который мы тоже добавим. Ну, то есть, я так понял, два вида. Будут такие и будут еще и Будут очень типа вкусные сладкие. сэндвичи с плавленным сыром и с беконом, который мы обжарим. Обжарим также тостовый хлеб до хрустящей корочки. Так. И второй вид сэндвичей будет у нас сэндвич тоже с маслом, естественно, но с нашим любимым брусничным вареньем. Которого у нас, сам Бог велел. Сам Бог велел, да. действительно. Одно из самых любимых блюд. Почему? Потому что, во-первых, быстро, товарищи. Раз и в дамки. Во-вторых, да, очень вкусно. В-третьих, очень сытно. Вот на любое. А вообще, какое твое любимое блюдо? Знаешь, от сезона зависит. А даже так? Ну, я не знаю, дорогие. В настоящее время строганина, наверное. Сейчас строганина, да. Ага. Макса, печень налима. Вау. Жеребятина мороженое, мартышки. Кстати, мартышки вот замороженные. Керчах. Мы называем его мартышками, некоторые вот из нас, из якутян. Да. А, например, в некоторых улусах называют по-разному. По-разному. Керчах. Да, или замороженный керчах, или, я уже не помню как, но когда произносишь мартышки, они говорят, что это такое, да? они смеются. Какие мартышки, да? А как называется правильно? Ой, я, если честно, сам забыл. Ну, такая информация точно. Ну, замороженные, например, есть же схожее блюдо чохон. Это другое же? Чохон, да? Ну, это же как бы замороженные сливки с этим, кабердах ляписка. Да. Это же тоже из той же серии. Ну, сейчас, по-моему, это все... Почти, да. Ну, хорошо. Давайте, друзья, потихоньку начинать. И первый вопрос, который самый сложный. Жень, мы, шутя эту рубрику... У тебя есть сложный вопрос? Да, у тебя есть сложный вопрос, да. Ну, как бы тебе нужно будет представиться. Мы рубрику эту называем «Шутя, как я дошел до жизни такой». Как вот
что есть Евгений Прокофьев? Где ты, что ты, как, откуда? Расскажи, пожалуйста. Небольшую визиточку Ну, о себе. знаешь, Петр, это был очень долгий жизненный путь. Если говорить вкратце, то я шел, можно сказать, плыл точнее по течению. Вот куда вынесет, А вот так, да? ага. Вынесла. Ну, Вынесла. ладно. Ну и славно. Начал с того, что мы с тобой в одно время, по-моему, учились в Якутском госуниверситете. ягу. Да? И наверняка знаешь шутку, тот, кто учится ягу, тот не знает ни гугу. Ну, это была очень плоская шутка Это было очень- 90-х, да? 90-х, да. Я такой, как? Каких Я 90-х? уже учился 5 лет. Ну вот так и говорили. Да. Ну, А ты ладно. в нее веришь до сих пор. Да. Ну как, не верю. И Он обжаривает бекон? давайте сначала... Давайте Женя сам сначала всё начнем с бекона. А то у нас часто бывает, знаешь, как Жень, мы с тобой обычно разговариваем, ну то есть я с гостем разговариваю, в это время Семен стоит молча, а потом берет, психует и все готовит сам. Так, ну что ж, тогда мы масло добавляем или без масла? Можно без, можно воду добавить. Буду добавить. Да ладно. Бекон и так жирный. Жирный, да, мне поэтому кажется, тоже без масла жир можно. к маслу добавлять. Получится масло масляное. Масло масляное и ну так вкуснее, когда он, знаете, обжарен будет до какой-то корочки. Да, Семен? Ну, да. Семен как профессионал Ну, как- подтвердит, наверное, мои слова. Смотрите, как аппетитно вот это все ложится сейчас Да. на сковородку, да? Укладывается, точнее. И вот ты спросил, как ты дошел до жизни такой. Ну, Да, знаешь, ну учился в ЕГУ. А какой факультет? факультет иностранных языков. ФИА. Да. Специализация. Менеджер, переводчик с английского языка. Вау. Но, как видишь, Я не буду говорить London is the capital of Great Britain. Все, что я знаю. Ты выучил эту фразу из фильма «Гости из будущего». Да. И вот, как видишь, сейчас я очень далек от этой специальности. Кстати, да, я года 2 проработал переводчиком в Институте северного луговодства. Тогда еще, это конец 90-х, начало 2000-х годов. Я работал водителем скорой помощи. Я работал продавцом. Ну, Кстати, мне очень нравилось работать продавцом. 90-е годы вообще очень большой отпечаток наложили не только на всю страну, и все менялось, и на людей тоже. Ну, то есть все хотели быть, ну, самые большие были же конкурсы на юриста, на экономиста. Да, но кто-то пошел И в вот с ФИА. тех пор Я пошел на физфак. Я не знаю. И вот с тех пор такой вот отпечаток, да, Да, на людях 90-х лежит. Людях 90-х. Нужно быть хорошим юристом, хорошим экономистом. Не обязательно, дорогие друзья. Если у вас, у ваших детей склонность ну, к каким-то гуманитарным профессиям, Да если почему нет? к техническим профессиям, преподавательской деятельности, К музыке. творческой, да, Чуть ли не дай бог. нельзя никогда вот ограничивать своих детей, искусственно направлять вот в какое-то желаемое вами русло. Это вам хочется так, это не им хочется. Да. А обычно же так, мне родители, например, говорили, вот бы хорошо бы ты пошел бы учиться на медика, будет кому у нас там в старости лет Вот видишь, лечить. Ну, чуть ли не так, да. это они о себе заботятся, Да. не о тебе, Возможно. а о себе Да. заботятся, Ну, что, типа так подсказывают, есть хорошая профессия врач. кстати, тебе пошло бы врачом быть, Я не знаю, возможно. знаешь, хирургом таким Да, да, или, да. Или врачеватель души я хотел бы. Ну, передача обо мне, Жень. Да, не обо мне, давай о тебе. Да. Да, мы... Сейчас начнем о ведущем разговаривать, а потом перейдем на Семена потихоньку. Это у Психологический меня портрет. профессиональная привычка такая, Петр, раскрывать рядом стоящего. Да-да. Ну, ты ведущий, я ведущий, Потому мы что друг друга тут... журналисты, да, Да, я не да. знаю, сейчас Петру будет, наверное, тяжеловато сегодня. Ага. Ну что, у нас бекон доходит до кондиции постепенно. Да. Здорово ты тему Прожаривается. поменял. Да, он уже получается. С Петра на бекон. да. С Петра на бекон, да. Ага. Жир стал прозрачный, сейчас у нас, получается, пойдет карамелизация. Мне кажется, одна из самых веселых передач получается у нас. И вот сейчас... Да ты что? Да, вообще, да, вообще. Какие скучные у тебя передачи. Угораем. Ам, Какая хорошая шутка. После вот этого Вы обжарите. мы в этом же масле, в этом же жире, да, давайте обжарим наши тосты с добавлением, я очень рекомендую, сливочного масла. Да-да. Намажем их маслом, потом начнем жарить, да, ну что, продолжим?
Да, когда вы закончите о еде, конце концов, поговорим все-таки о шутках и о твоем творческом, вот, творческом становлении. Мы остановились полчаса назад. Ну, подчеркиваем, это телевидение, друзья, Да-да-да, поэтому монтажно. здесь Всё все монтажно. монтажно. И то, что мы говорили о факультете иностранных языков, о физфаке, который заканчивал Петр, это было минут 40 назад. И водителей скорой, где ты успел поработать? Это было 52 И продавцом. минуты назад, да, это Продавцом. вообще час 20. Я Так все вот, помню. это мне очень пригодилось в том плане, что сейчас я занимаюсь журналистикой. Ну, Ага. не сейчас, я уже больше 20 лет я занимаюсь журналистикой. И как ты туда пришел? А знаешь, по наитию сердца, по зову, вот, не знаю, мне очень нравилось писать. Вот давно, лет 20 назад, писать статьи. Я с огромным удовольствием писал статьи и все. И работал в улусной газете, называлась «Колымские новости». Газета Про Колыму. Верхней Колымы, да. Я там работал тоже почти, 3 года, наверное, работал. 3 года, Журналистом, корреспондентом. корреспондент. Да, Ага. вот все, что вы видите, вот газету листаете, вот это пишет один человек. Один человек проверяет это все, Редактор. а сам третий себе. платит зарплату за это все. Вот. Потом пришло республиканское телевидение. Этому я делу посвятил тоже лет 10, наверное. И что хочу сказать, вот это обучение языкам, которое дали нам на факультете иностранных языков, оно очень помогло в журналистике, в том плане, что ну, фияшники, факультет иностранных языков, ФИЯ, которых я встречаю, которые задействованы сейчас в журналистике, они очень хорошо пишут, очень хорошо говорят. Ну, Ну, я не все- представляю, ну, я вот объективно так вот рисую. Мы все картину. очень хорошо говорим, пишем, скажи. Да, и ты в том числе, Да-да-да. хотя ты не заканчивал Да-да. факультет. Я страшно далек от этого. Ну и попутно вот это увлечение, переросшее потом в хобби и даже в основной вид деятельности, это вот проведение каких-то мероприятий, организации мероприятий и исполнение бомбических хитов 80-х, 90-х годов. Да. Ну, хорошо. Телевидение, газета, телевидение. И потихоньку ты влился в ведущем мероприятии. Потому что, ну как, сейчас мы вот оглядываясь, да, многим я говорю, что у нас очень хорошо живем сейчас. Очень много праздников. А праздники нужно организовывать, нужно проводить. Люди хотят веселиться, хорошо проводить время. И вот тут-то и обнаруживается талант Евгения Прокопьева. Так? Знаешь, первый раз помню, как меня попросили провести какое-то студенческое мероприятие. Готовились там несколько дней, писали сценарий, не спали. И знаешь, Переживали. это было провальное мероприятие, ну, с моей стороны, Ага. как ведущего. Так. Со стороны организаторов все было хорошо. Сказали, И тут молодец. на сцену выходит невыспавшийся, совершенно утомленный человек, который не может связать пару слов, волнуется, еще коленки трясутся и все такое. С тех пор я, Запинается. да, Ага. принял решение, что надо как-то над собой работать в этом отношении. Что это ответственность огромная. Как сейчас модно говорить, расширять свои зоны комфорта. Так? Выходить из зоны комфорта. принято вот, говорить. выходить из зоны комфорта. Надо самосовершенствоваться, надо эволюционировать в конце концов. Ты же мог психануть, еще больше комплексов приобрести в себе и сказать, больше я никогда на сцену не выйду, это не мое. Но Я ты, знаю таких людей, да, сломался все. красивые, с хорошей дикцией, Но при этом, но при этом сказавшие о себе в одно время, что больше я на сцену никогда не выйду. да, вот, ну то есть как бы извините. боязнь выступать перед толпой. Да. Это тоже же есть. Слава богу, вот не случилось у меня это. Ага. А что победило? Юношеский максимализм? Либо Да, характер ты знаешь, решил спортивный какой-то Вот интерес. спортивный, да. Когда сказать, да я не я, если я Я же не могу сделаю лучше. это. Но. Что я такой вот прямо совсем плохой-плохой, что ли? Ну и вот потом, Мгм.
работая уже на республиканском телевидении, Мгм. в эфир ко мне пришли гости, и там была пресс-секретарь одного из министерств. М. И говорит: Женя, через полгода у моей Евгений. дочери э, Или еще чуть. вот это пойдет, а вот это нет. Вот это нет? Давайте вот то дожарим. Да. Вот эти уже пойдут, видите, румяная такая корочка. Сейчас она на противне Шкварчащее. дойдет до кондиции. И будет очень вкусно, дамы и господа. Так вот, пресс-секретарь Мгм. говорит: у моей дочери свадьба через полгода, будешь тамадой. Я говорю: не-не-не, вы что, я все испорчу, говорю. Да. Это такое ответственное дело. Ну да, да, один раз в жизни у многих, Потом через ну некоторых. 3 месяца встречает меня на пешеходном переходе и говорит: так, ну что, ты решил насчет свадьбы? Я говорю: не-не-не. Так они еще загодя уже вот так планировали, да? То есть 3 месяца прошло. А вот сколько ты получаешь на своем телевидении? А, Ну, я назвал сумму, она говорит: а хочешь вот столько, но за один вечер, говорит. ага. Я говорю: не-не-не, я все испорчу. Я никогда не проводил свадьбы. Это же очень ответственно. Люди будут помнить всю жизнь, а вдруг там что-то случится. Не дай бог. Ага. А хочешь в 2 раза больше? Говорит. Ах. Я говорю: давайте. Любовь, Даже Семен рассмеялся. любовь к деньгам победила, скажем так. Или, Ну. или, скажем так, в 90-е, ну это нужда, ну что, это нормально, это не скрываемо. У всех денег Это не 90-е, это уже Ну, точно. нулевые года начались. нулевые, но все равно денег мало было. Денег в стране было тогда очень мало, у людей было очень мало денег. Отголоски 90-х, страна только начинала вставать с колен. Ага. Так что деньги были ой как всем нужны. Ну поэтому, ну кто бы не согласился. Ты бы тоже согласился, наверное. Боюсь, что да. Я и Да на у ре- тебя такая же история, я Я знаю, и на случилась. рекламу пошел работать сначала только из-за денег. А что ты рекламируешь? Я сначала же пришел рекламным агентом, сказали, я был аспирантом очным, и за один контракт заработал половину своей стипендии. Я только так подумал, подожди-ка, я вчерашний человек, который вообще ничего не знал о рекламе, пару звонков, и я сделал контракт, который мне обеспечил на это. Если я, так, глаза забегали, говорю, вот так как-то, вот так и так, я 17 лет рекламой занимался. Наверное, у всех есть такие истории в жизни, Да. когда что-то круто Где-то вот так чук, щелкнуло. очень сильно меняет твою жизнь, Да, а потом я- разделяя на до и после. Мне потом оказалось, что я люблю разговаривать с людьми, когда вот общаться, приходить, представляться, разговаривать и сделать проблемы их решать. Когда вот у человека проблема, ты пришел, что-то сделал, и проблема решилась. Ты любишь Здорово. решать проблемы? Решать проблемы и помочь людям для Так, того, у чтобы... кого проблемы? У кого-то есть проблемы? Обращаемся к Петру Петру, да. Цыпандину. Да, я могу решать проблемы. И вот, тем более 90-е были, 2000-е тоже вот так. Ну хорошо, опять же возвращаемся к тебе, а то действительно это все время перескакиваем. Вы заметили, да, дорогие телезрители, что мы действительно иногда перескакиваем с темы Туда-сюда. на тему, с персоны на персону, и только один Семен остается у нас. Если передачу включат именно на моменте, непонятно, о ком передача вообще. Непонятно, кто ведущий. Кто ведущий, ты или я, или как бы это, Семен, модератор беседы. Итак, провел ли ты все-таки эту свадьбу? Я провел эту свадьбу. В 2 раза больше гонорара, чем на предложили. И Причем было очень много гостей из Санкт-Петербурга, с Москвы и других городов, то есть те люди, с которым якобы есть чем сравнивать, потому что там тоже, наверное, которые тоже видели, наверное, Да. и Как других, вообще? и центральных ведущих, подходили и просто благодарили. Вот просто слова. Какой там Урган? Вот Женя Прокопьев. Так? Слова благодарности. Мне это действительно очень понравилось, запало в душу. Ага. И вот, знаешь, вот действительно этот случай разделил мою жизнь на до и после. Теперь действительно... У тебя выросли крылья, ты понял, что, оказывается, можешь толпу держать, только в своих поводьях, знаешь, когда веселье и... звучит благодарность или Да. какой-то отзыв поступает о твоей работе, волей-неволей вырастают как крылья крылья, да, у ну. любого человека, не только Абсолютно. творческого, Да. У технических работников, Да. у технарей, у водителей машин, Когда говорят, у у вас водителей... золотые руки, все.
Да. Ты же реально в руки думаешь? Водителей кораблей, пилотов, у тех, кто связан там с техникой какой-то. Если вовремя человека не похвалить, не подарить какие-то слова, Как тут не упомянуть приятные. доброе слово и кому-то приятно. Так говорили же, кошке приятно. Всем приятно. Всем приятно, да. Так что почаще дарите слова благодарности своим близким. Искренне. И не только близким, и очень искренне, действительно, слова дарите. Не зажимайтесь вот в себе, это нужно вот этим людям. Особенно подрастающему поколению. Вот Детям. есть дети, есть Да. подростки, которые хотят заниматься там творчеством, спортом, техникой, законами, математикой, всем чем угодно. Хвалите их, и тогда они действительно вырастут очень талантливыми людьми, проявят себя в той или иной степени. У нас своего рода небольшая проповедь даже получилась. Хорошо. Я похож на проповедника, видимо, сейчас. Вот, знаете, дорогие друзья, вот с годами все больше и больше убеждаешься, что человек должен употреблять в пищу те ингредиенты, которые выросли, бегали, прыгали на твоей родной На твоей земле. земле. Ну, этому есть объяснение, между прочим. Какое? Ну, что вот наша природа сама Обжаривать прямо дает здесь, да? себе свои силы. Давайте прямо тут А не вот эти все фрукты. начнем выкладывать. Ага. На сильный огонь, да? Вот такой, умеренный. 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 Это умеренный, ага. Хорошо. Как бы сковорода у нас уже окаленная, Раскаленный. температуру уже держит, так что Да. Так, ну, если честно, вот сейчас я уже дотронулся до ингредиентов, до еды, и сейчас я начинаю получать истинное удовольствие от вашей передачи. Почему? Потому что я думал, будет до конца. Все сделает Семен. Все сделает Семен. Не, ну как. У нас гости иногда тоже что-нибудь там сами делают. Слушай, про пение. Мы специально до передачи об этом не говорили. А как ты начал петь? Знаешь, я писал песни еще лет 16, наверное. И мой друг по университету, мой однокурсник, друг, товарищ, с которым мы прошли медные трубы, огонь, воду, лихие 90-е, предложил мне, говорит, решили отдать эту песню какому-нибудь профессиональному артисту, певцу, который бы вот грамотно все вот спел. Но знаешь, мы пересмотрели человек 20, наверное, парней, всяких разных, профессиональных, не очень, в разных стилях поющих. И в конце концов этот друг говорит: Женя, вот лучше тебя, автора, никто эту песню не споет. Говорит, Попробуй сам. пой да? сам лучше. Так. Давай мы тебя запишем на профессиональной студии. Тогда знатоки знают, наверное, поклонники музыки 90-х. Была студия такая, Соли Тутти называлась. Соли тути, да. Самая продвинутая на тот момент студия с хорошим оборудованием. И мы записались на этой студии. И, ну вот и пошло-поехало. Поступили первые предложения где-то выступать, что-то там проводить. И вот, знаешь, вот этот творческий процесс, он очень увлекателен на самом деле, когда он закручивается, как колесо Закрутилось, фортуны. закрутилось, вот такого закрутилось, вот, ага. закрутилось. Ну, это судьба. У многих людей, ну, поют все. В душе, в душе. Надо петь. Надо петь, да, надо петь, но когда доходит до того, чтобы, допустим, ну, вот, грубо говоря, даже чуть ли не собранка друзей, говорит, а да вот спой. Я говорю, нет, я стесняюсь, я не умею, я это. Многие так поступают. Или, допустим, на мероприятии, на свадьбе спеть, ну вот, либо... Ну, стеснение, наверное. Стеснение, какое-то. да. Вот плавленый сыр сейчас. Хотя петь любят все. В машине, за рулем. Там Ой, дорогие многие друзья, же поют. пойте как можно больше. И в машине, и за Да. рулем, и во сне, и наяву. Да, а в твоем случае как было? Дайте Ты- мне плавленый сыр. Не было никакого стеснения, не было никакого комплекса, вот, ну, как, что-то там, боязнь было, фиа. конечно. Но тем не менее, да, вопреки. Вопреки всему взять да запеть, знаешь,
Тем более это особое удовольствие, когда звучит твоя песня, Мгм. ее слушает там определенное количество зрителей, слышит. Да. Ты смотришь на их реакцию, видишь, что им нравится. Соответственно, тебе тоже это все и нравится, и все. Мгм. Так что, А специально учился вокалу? знаешь, нет. Нет. И думаю, что и не надо. Вот поете вы, допустим, для души. М. Но не обязательно вам вокалу учиться. Не надо, вот пойте от души и все. Потому что, ну, сломает вас вот эта школа. Сломает Возможно. ваш голос. Не дай бог попадется плохой учитель, он загонит вас в такие рамки, что вам потом вообще петь не захочется. А вот так даже, да? И были такие примеры. Вот, сейчас же очень много таких. Научу петь за 5 дней, да, Ну курсов. да, школа вокала и все Ага. прочее. Ну. Никаких таких я не видел очень, знаешь, эффективных Методик. курсов, школ вокала, вот таких, которые научили бы действительно петь, раскрыли бы человека на исполнение каких-то вот песен, ну, за какой-то короткий срок. Это невозможно. Не, ну, допустим, же есть все равно музыкальные училища, консерватории всевозможные, когда А вот если человек уже с ты задатками какими-то, да. Хочешь уже- профессионально, уже это другое. то иди в консерваторию, конечно. Ну да, в училище. училище и все Ну. прочее. Профессионалом. Если хочешь профессионально Ну да, нет, я не заниматься хочу профессионально, я хочу просто спеть хотя бы одну какую-нибудь песню, чтобы нормально. Потому что вот- когда я начинаю петь, говорят: Петь, пожалуйста, прекращай, у тебя громко, но не очень, алло. Как быть в таком случае? все равно петь. Все равно петь. Все равно петь. Потому что, ну кто это сказал? Кто? Люди, друзья, знакомые. Ну не все хором же, наверное. Какой-то один человек взял, и ты это подметил. Да, и я такой, ну, наверное, я хреново пою и не пою. Хотя И Давайте хочу. дальше приступать. так, мы дальше выкладываем вот этот бекон, смотрите, какая красота, Вот так. на вот эти кусочки. И вот так можно, вот, ну, вот сюда прямо раскладывать. Потом мы это все красиво покажем. Давайте. Смотрите, мы готовим два вида, или по диагонали лучше выкладывать, наверное, да? Бекона у нас предостаточно, побольше бекона, мужики оценят. Мы готовим два вида сэндвичей сегодня. С беконом и с нашим любимым брусничным вареньем. Вот смотрите, вы будете потом накладывать друг на друга, Мгм. и поэтому количество должно быть четным. Можно же, ну, классический сэндвич же, он вот так чик, захлапывается. Да. И Да, вот, но мы можем как бутерброды их ну кушать. вот смотрите, очень все просто. Двойное количество бекона Двойной удар. берется вот так, кладется друг на друга и разрезается вот так треугольничком. Все, готовьте тару, готовьте Ну вот сюда, вот это специально Семен принес для сервировки, вот сюда. вот. пакетики, готовьте и вот берите вот эту поход. вкуснятину, да, в поход. Теперь открываем. это. Открываем мы наше любимое Аккуратно. брусничное варенье. Аккуратно. Вот именно брусника дает наибольшее количество витаминов, наибольшее количество полезных веществ нашему северному организму. И можно ложку? Вот она. Очень полезная ягода. Все, у нас уже готово. И тут тоже можно вот так порезать, да? Мы разрезаем тоже треугольничком. И это будет второй вид наших сэндвичей. И вот так можно сложить. Один мясной, Вот другой так. сладкий. И- Сейчас чуть Сейчас? прощаем. Знаешь, сегодня
великое разнообразие вот продуктов Очень много. в разных супермаркетах, на рынках, очень большой выбор. Ну, о цене мы сейчас не будем говорить, это каждому, вот, как говорится, по достатку, но человек может просто затеряться вот в этом многообразии. И вот то, что мы с тобой сейчас, буквально пару минут назад говорили, что человек должен вот кушать то, что произошло, росло, произошло на этой земле, где вот Произрастало, да. он живет. Вот это для него, для этого человека будет самое полезное. Человек с юга, с каких-нибудь там южных стран, конечно, очень будет любить фрукты, Да. овощи в больших количествах, которые для нас, якутян, ну, совершенно лишние. Вот я не знаю, Ну, не лишние, ты но они кушаешь не вот- такие питательные, как они бы для него. Да? Ну, какой-то генетический свой какой-то код они имеют. Вот если бы ему сказал? нужно там 5 килограмм яблок в неделю, да? Да. Вот Нам нет. тебе надо Тем там, более китайские. Нет. 10 килограмм апельсинов, допустим. Ну, о качестве тоже сейчас можно говорить, можно не говорить, потому что я знаю нашу, допустим, передачу сейчас смотрят и в Улусах республики, где с доставкой еще хуже дела обстоят, чем в Якутске, например. Так вот, для нас, северян, то, что вот мы сейчас кушаем по сезону, так сказать, вот оно самое полезное. Вот мы сейчас ближе к весне будем, наверное, хотеть, желать вот этих самых фруктов, витаминизироваться. Витаминизироваться, да. Ну, да, это надо. И слава богу, что нам нужно небольшое количество вот этих вот фруктов и овощей для того, чтобы насытить свой организм этими витаминами. Прислушиваться надо, мне кажется, вот к своему здоровью. Вот тебе хочется сегодня, допустим, Чего-то. чего? Ну, не знаю, чего-то. Рыбки захотелось, Рыбки, допустим, да? Сладкого что-то захотелось. Ну идите, купите рыбку, ну и кушайте себе на здоровье. Захотелось тебе сегодня яблочко съесть, вот кушайте это яблочко. Те, кто сидит на какой-то диете или слушает каких-то сведущих там людей, вот смотрит в соцсетях, сейчас это модно, да? Ну да. Какие-то курсы там получает. Мне кажется, нужно осторожно к этому относиться. Ну, кто этот человек, есть ли у него образование, чтобы тебе советовать, вот как тебе быть? Откуда он знает, где ты живешь? Где ты живешь? Где ты Ну, вырос возможно. вообще, да? Что тебе, твоему организму нужно, например? Я думаю, Семен, как и считаешь? даже Семен с Да, нами правильно. согласится. Ну, вот Семен одобрил, например, да? Кушать надо, я как бы человек из общепита. А. Чем вы больше кушаете, тем мы лучше живем, как говорится. Семен, а если, допустим, ну вот говорите, допустим, больше кушать, да, действительно ли вот чем больше кушать, тем больше вот полнеешь, толстеешь? Не, ну это смотря как у кого человека, у каждого человека свое пищеварение. Свой организм, Свой организм, да. своя усваиваемость вот этих продуктов, наверное, да? Поэтому, ну, я, например, ничем себя не ограничиваю. Ну да. Тем более ритм жизни вот такой сейчас вот у современного человека, у любого человека, что просто как белка в колесе. Ну Вот да. Там уже не до каких-то диет. Там. Покушать бы иногда даже так встает вопрос, когда ты такой, блин, я сегодня же не обедал. Иногда бывает так. А это опасно. Опасно, да. Опасно? Ну, Не очень хорошо. Да. Если на постоянной основе, иногда в день можно, какой-то день, да, а иногда думаешь, ну как, куда я иду-то? Если я не буду правильно свой организм питать, правильно и вовремя, то что-то может где-то сбой произойти. Слушай, все-таки возвращаясь к работе, я, кажется, не задал тебе такой вопрос, как человек с очень большим опытом проведения мероприятий, спрошу как человек, который только начинает путь, возможно, в этом направлении. В чем, на твой взгляд, успех хорошего, веселого, душевного мероприятия? Знаешь, в открытости и в честности. М. У всех у нас разные голоса. Ну, далеко не каждый из нас учился на дикторском отделении какого-нибудь там культпросветучилища. Да? Не каждый из нас обучался в актерскому мастерству. Не каждый, у каждого из нас разные голоса. У каждого из нас разная внешность.
рост, вес, комплекция, цвет глаз и так далее. То есть Тут единого стандарта такого нет. Вот делай так, и все будет хорошо. готового рецепта. скажем Самый так. главный совет вот, тем людям, которые, может быть, хотят что-то проводить, какие-то мероприятия в узком семейном кругу или на работе у коллег, наверняка возникает такая необходимость. Мгм. У каждого человека, наверное. В честности и в открытости. Мгм. Вот Искренне. То есть искренно, не Да. наигранно, ничего. Там, уважаемые дамы и господа, ну кто тебя будет слушать? Да? ну да. Если скажешь это честным, открытым, простым языком, то, конечно, тебе прислушаются. Мгм. Никоим образом нельзя быть фальшивым Мгм. с народом, Ну да, обманывать их. публикой. Ну-ну-ну. На сцене ты стоишь, с микрофоном ты стоишь, в какой-то аудитории ты стоишь. Вспомните своих, допустим, учителей, своих преподавателей. Есть наверняка очень талантливые учителя, преподаватели, ведущие вот тех мероприятий, на которых вы присутствовали. Наверняка встречали таких людей. Вот их всех отличает именно открытость, именно заинтересованность тобою. Вот тобою. И тогда вот это цепляет зрителя Гораздо больше. гораздо лучше, да. Мгм. Слушай, а бывает у тебя такое, что, ну вот, мероприятие проводишь, много народу, их всех надо веселить, развлекать. Наверняка есть какое-то такое эмоциональное выгорание. Конечно, Да. конечно. Как отдыхаешь? Как восстанавливаешь силы? Как А. вообще ты отдыхаешь потом? Вот в чем вопрос. Да. Знаешь, восстановить силы тут помогает, знаешь что? Любое совершенно. Посмотрел на звездочку какую-нибудь на небе, М. вот она понравилась тебе, представил, что она там в сотни миллиардах лет от тебя находится, и ты видишь этот свет буквально через миллиона три лет, да? Световых лет, то есть лет. прошло 3 миллиона лет, и ты только видишь вот эту вот звезду. Поэтому же тебя говорят, да. она тебя точно так же видит. Вспоминаешь какие-то вот приятные моменты. Или просто, ну, возлежишь ты на своем вот любимом диванчике, а в окружении у тебя, допустим, твоя семья, Мгм. цветы в горшках, которые вот там что-то расцвели под Новый год, ну, тепло дома, Мгм. есть что покушать. Вот эти вот маленькие радости, им нужно обязательно время уделять, свои мысли уделять вот этому. Не надо погружаться вот в какие-то моменты тяжелые, не знаю, проблемные какие-то моменты. Или там на одном чем-то зацикливаться. Вот бывает иногда рутинная работа такая вот у каждого, наверное. Постарайтесь отвлечься, постарайтесь там выехать на природу, хотя сейчас туманы, но хотя бы 5 минут подышать вот этим Походить, воздухом, да. хотя бы походить и посмотреть вот глазами, что есть другой мир, что есть гораздо больший мир, гораздо более широкий мир, гораздо более глобальный мир, чем у вас в кабинете где-то Ну, возможно. или в вашем доме. Хорошо, а нам намекает, что наша передача потихоньку подходит к концу. Мы подходим к финишному логическому завершению нашей передачи. Я думаю, нам нужно все-таки попробовать. Да, и надо еще разрезать. Да, еще разрезать. Я предлагаю тебе этим заняться, Семен, пожалуйста. И... ты возьми, да, вот этот нож. А зачем их резать? Ну, потому что нас трое, а их двое. Вот так сделай. Да у меня и вот такой размер. А ты вот такой. Ну, вот мы по половинке возьмем. Давай, Семен, Устраивает. мне. Я возьму вот так. Какой хочешь, с беконом? Да, я пока, ну, сначала с бекона, потом Ты сладкое 2 штуки тоже. взял. А. Я тоже 2 штуки взял. Ой. И что, друзья, приятного что? аппетита нам. Давайте Давайте попробуем пробуем. сэндвичи от Евгения Прокопьева. Питайтесь здорово. Ну, действительно, вот как наша передача. Просто вкусно. Вкусно? Четко. Я уверен, что это очень сытно. Да? Куда-то поехал, на природу, вот, отдыхать, термосок, походил, достал жирочка, покушал. И даже блюдо мы приготовили для того, чтобы вы смогли
уделить время себе, дорогие друзья, отвлечься от каких-то проблем. Вот берите вот эти сэндвичи, езжайте куда-нибудь на природу, получайте удовольствие от жизни, получайте удовольствие от общения. А я еще и сладкое попробую. Но до этого я даю тебе слово. Вот, пожалуйста, Жень, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, я продолжу, наверное. Получайте удовольствие от каких-то маленьких радостей. Получайте удовольствие побольше от жизни и будьте благодарны тем, кто окружает вас, тем, кто попадается на вашем жизненном пути, может быть, ежесекундно, ежеминутно. Будьте благодарны вот этому мгновению, в котором вы сейчас живете. Относитесь вот к этой жизни, знаете, более вот позитивно, более благодарны, и тогда вы получите столько в ответ хорошего, сколько даже не представляете, дорогие друзья. Всем здоровья, счастья, здорового питания, вот, и будьте счастливы, здоровы, впереди еще много чего интересного, дорогие друзья. Друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Евгений Прокопьев, ведущий мероприятий и певец Семен Тарбахов и я, Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.